В эфире программа «Турбаза» и ее ведущие я, Белла Кварчи, и мой коллега Лаша Кугония. Сегодня обсудим тему развития туризма в Восточной Абхазии. Какой потенциал заключен в этой части республики с точки зрения развития туризма и как эффективно его использовать. На эту тему побеседуем с Илоной Мирсхулава, экономистом Центра социально-экономических исследований, и Русланой Гергедава, директором одной из туристической компаний в Абхазии. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Я сегодня в такой прекрасной компании. Белла, спасибо за гостей. Итак, давайте начнем, наверное, с той картины, которая сейчас существует по поводу того, на какой стадии находится туризм в восточной части Абхазии. Какие-то, наверное, предпосылки к развитию мы все уже наблюдаем последние пару лет, допустим, какие-то объекты появляются и так далее, но хотелось бы, чтобы мы сказали именно специалисты, знатоки вот этой сферы. Кто начнет? Илона, давайте с вас начнем. Да, давайте я начну. Спасибо большое. Действительно, говорить о потенциале Восточной Абхазии мне вдвойне приятно, потому что я родом из Восточной Абхазии, из небольшого села, но тем не менее, мне кажется, прежде чем говорить о масштабных каких-то процессах, которые будут происходить на территории Восточной Абхазии, нужно и погрузиться вглубь, именно в село, и начинать такую аналитическую исследовательскую работу именно с низов. Потенциал развития Восточной Абхазии и потенциал вообще, он колоссальный. Пока еще на сегодняшний день он не утрачен, что приятно, да, наверное, осознавать. Но в целом говорить, если о развитии туризма за последние годы, то, конечно же, мы наблюдаем положительную динамику, положительную тенденцию. Хотя, несмотря на то, что мы популяризируем и делаем акцент на то, что туризм является локомотивом развития экономики Абхазии, да, многие эксперты так звучат, даже не столько эксперты, сколько представители органов власти и управления говорят о том, что это драйвер развития нашей экономики. Здесь, конечно, можно поспорить, потому что цифры свидетельствуют о том, что это далеко не так. Прежде всего, оттолкнемся от нескольких показателей развития туризма. Например, одними из таких является доля туризма в валовом внутреннем продукте Республики Абхазия, и он составляет не более 15%. Это вообще по республике? По республике, да, по республике в целом. В том числе, доля налоговых поступлений также в структуре собственных доходов бюджета составляет всего около 7%. От туристической деятельности. То есть это очень мало. И это, естественно, отрасль, которая в наибольшей степени венчает в себе теневой сегмент. И с точки зрения доходов, поступающих в этот сектор, и с точки зрения численности занятых в этой отрасли. То есть занятых по данным официальной статистики порядка 3500 человек. То есть это тоже 7% в структуре всех официальных занятых, которые дают нам органы государственной статистики. Конечно, говорить очень много, но, опять же, с чего бы я хотела бы вообще начать развивать, допустим, этот вопрос вообще, не просто направление, а вопрос о потенциале районов Восточной Абхазии, это с инвентаризацией всего имеющегося потенциала. То есть мы должны провести такую комплексную инвентаризацию всех имеющихся ресурсов, природных, трудовых, климатических, и прочих. То есть мы должны понимать, что мы имеем. Когда мы изучим этот вопрос, тогда у нас будет более или менее такое реальное понимание того, что нужно в этом направлении развивать и что нужно делать. Но разве у нас на местах не знают, чем обладают, допустим, тот же Галский район, тот же Ткорчарский район? У нас на местах, наверное, есть такая картина. Я не знаю, что вы имеете в виду под инвентаризацией, то есть просто какой-то список, на который нужно опираться. Вы знаете, не совсем.
Забегая чуть-чуть вперед, хотя я не хочу раскрывать некоторые тайны, скажем так, но буквально в перспективе, в ближайшем будущем, я думаю, что у нас будет очень большой исследовательский проект. Я думаю, у нас это у ЦСИ, да, большой исследовательский проект относительно изучения потенциала сел. И вот тогда, когда у нас на руках будет материал, сколько людей живут в этих селах, чем они хотят заниматься, эти люди, чем они могут заниматься на территории своего села, какие у них есть капитальные объекты, допустим, что они смогли сохранить, что они утратили на сегодняшний день, что они видят вообще в перспективе, вот тогда мы точно будем уверены, что нам делать в этом направлении. Илона, вот вы говорите, что туризм далеко не драйвер экономики абхазской, скажем так, да? А что является драйвером? Сегодня большую долю в структуре валового продукта у нас занимает торговля, к большому сожалению. И это на сегодняшний день драйвер нашего роста и развития. Да, Руслан, Илона, в любом случае не стали бы недооценивать научно-исследовательскую работу, которая идет в ногу со временем, научно-исследовательская работа, и она помогает развивать турпродукт, безусловно. Руслана более оптимистично смотрит, так как работает на местах, работает в поле с туристами. Руслана, вы сказали, обмолвились, что приехали только с города Гал, и достаточно хорошо считаете развитым этот район, или что он будет достаточно развит? Как вы оцениваете сейчас его состояние, и, как вы сказали, что может послужить катализатором? Да, вы знаете, очень бы хотелось, наверное, сказать такое слово «развивающий». То есть он максимально активно развивается, и я этому безумно рада. И самое главное, что, да, действительно, я вот только приехала с Гала, я максимально позитивно по этому маршруту, довольна, знаете, еще каким фактом, что глава района Константин Эдуардович Пиля, он очень поддерживает идею развития туризма в своем районе, и он очень трепетно относится к этой инициативе и на государственном уровне. Главный восточный район Абхазии, он крайне перспективный, находится в приоритете, то, знаете как, то это очень такой важный фактор, на который в том числе и сотрудники обращают внимание. Одна заметка, да, о том, что развитие туризма в восточной части Абхазии одно из приоритетных направлений государственной политики на ближайшее время. Об этом сказал глава Минтуризма Абхазии. Да, хотелось бы, конечно, его за это очень поблагодарить. Редко, когда человек может просто сказать открыто: приходите с инициативами, предлагайте проекты, мы вас поддержим. И я очень рада, так как я вот 11-й год, говорю с гордостью, 11-й год в туризме, и сейчас вот на протяжении последних 3 лет у нас активно развивается восточная часть Абхазии. Я акцентируюсь в первую очередь на заявки, которые я получаю, на интересы. Вы знаете, я вот после Нового года, после новогодних праздников, они у нас были очень хорошие, у нас было очень много туристов, которые оставили очень хорошие отзывы об Абхазии. Мы вошли во все возможные топы самых популярных маршрутов для граждан России. И туристы современные, которые приезжают в Абхазию или бронируют туры, они уже не ждут, когда мы им это предложим. Они уже сами говорят, что мы прочитали там про город Куарчал или про Утапскую пещеру, можете нас туда повезти. То есть они уже сами находят информацию, и они уже с интересом приезжают в Абхазию. Это значит, что уже о восточной части Абхазии говорят в просторах интернета, говорят хорошо. Почему нужно говорить о данной части Абхазии? Почему нужно развивать восточную часть Абхазии? Для имиджа. Нам нужно в первую очередь поднимать имидж этого района, что это безопасный район, это комфортный район для отдыха, невероятно гостеприимный, который не испорчен, да, туристическим капитализмом, скажем так. И самое главное, что туризм станет действительно тем самым катализатором, который поможет в развитии Гальского района, который даст возможность новых рабочие места для жителей этого района, даст возможность молодежи этого района стать частью вот этого большого туристического рынка. И это, конечно же, нужно делать. И сейчас могу сказать с уверенностью, что в 2024 году этот маршрут появится. Совсем еще немного, и мы очень серьезно подходим к этой работе, к направлению Ингургеса. Мы проведем большую работу совместно с
главой администрации, совместно с руководством Ингургэса и с Министерством туризма для того, чтобы соблюдать все нормы безопасности, так как это все-таки режимный объект. Но сам факт того, что это интересно, люди хотят, и им уже, то есть они дают какие-то некие нам заявки на лето, это, по-моему, очень хороший показатель того, что люди с Гагры не переживают, что они проедут очень много километров, чтобы увидеть город Кварчал или город Гал. Я этому, как тоже, я сама из села Тамыш, Восточная Абхазия, это моя родина, я этому безумно рада. Мы не можем не радоваться этому. Руслан, такой, наверное, профессиональный больше вопрос. Безусловно, то, что вы и принимаете, обрабатываете заявки, и работаете в поле с туристами, помогает вам глубже оценивать потребности самих отдыхающих. Скажите, вот, у нас есть популярные направления: озеро Рица, Новоафонская пещера и прочее. Много туристов, которые вновь приехали в Абхазию, то есть достаточно большая часть. Скажите, не возникает ли у них желание выйти вот за просторы, за рамки популярных направлений и посетить вот настоящую Абхазию, потому что, мне кажется, настоящая Абхазия, то есть которая послевоенная, которая сейчас только вот не испорченная капитализмом туристическим, это есть восточная часть. Если мы возьмем 100%, да, вот такое соотношение, 100% туристов, которые второй или третий раз приезжают в Абхазию, абсолютно все говорят: мы не хотим на Рицу, мы не хотим в город Новый Афон, мы там уже были, покажите нам что-то другое. И сейчас они сами являются инициаторами своих новых маршрутов, и абсолютно любой человек, который приезжает сейчас к нам в Абхазию, он сам проявляет инициативу в том, чтобы посетить Восточную Абхазию. И это очень большой показатель того, что эта часть максимально перспективно. И сейчас очень активны тематические туры. Мы знаем, что всегда Восточная Абхазия была популярна своими храмами. Это вот был топ, да, то есть древнейшие храмы, куда мы всегда продавали активно маршруты. А сейчас это у нас сельский туризм, это гастрономический туризм, и туры там «Ночь в деревне», и сейчас, да, город Кварчал, помимо того, что мы с гордостью говорим, что это город-герой, да, единственный город, который находится в горах, а не вдоль прибрежья, они сейчас еще говорят: мы хотим увидеть что-то другое. Мы в городе Кварчал были в прошлом году. То есть они уже и в Восточной Абхазии хотят увидеть что-то новое. И действительно сейчас туристы пошли, знаете, такие, мы как говорим внутри туристической компании, немножечко капризные тем, что их сложно становится удивить. И знаете, что люди, которые сюда приезжают, они читают об Абхазии, они говорят: мы хотим увидеть Великую Абхазскую стену. Вот мы про нее читали в интернете, покажите нам ее. И это, знаете, как вот это действительно замечательно, что туризм в Абхазии становится не пляжным, не чем-то таким вот стереотипным, а действительно он выходит на какой-то такой достаточно большой уровень, а это показатель того, что имиджевая политика в Абхазии все-таки развивается. Илона, как вы относитесь к тому, что сейчас сказала Руслана? Разделяете ли вы вот этот оптимизм и то, что есть какое-то движение? У вас есть такое впечатление, у вас как-то более аналитическая информация, да? Есть ли движение в эту сторону? Как вот вам кажется? Вы знаете, с таким оптимистическим настроем Русланы очень сложно не согласиться. Это хорошо, это замечательно, великолепно, что есть такие пожелания, потребности, тем более, что районы Восточной Абхазии, они уникальные. В каком плане? В районах, на территории Восточной Абхазии аэропорт, на территории Восточной Абхазии морские порты, на территории Восточной Абхазии 2 особые экономические зоны, которые сегодня еще никак не вовлечены в территории развития, понимаете? То есть в этом плане Абхазия, она действительно уникальна. Другое дело, что мне хотелось бы видеть, наверное, как экономисту, как работнику науки, мне хотелось бы видеть развитие в стратегической перспективе. То есть не на ближайший год-два, да, и не на текущий момент времени, а мне хотелось бы видеть это развитие на 10, 15, возможно, больше период времени, да. Тем более, что сегодня в тех сложных условиях, в которых мы живем, в условиях ведения специальной военной операции, в условиях постковидного периода, да, мы действительно должны туристическое направление развивать, но
мне кажется, немного шире. Например, почему бы мы не могли на территории Восточной Абхазии заложить строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, и не только для детей, а даже и для взрослых тоже. Почему мы не могли бы подумать о том, чтобы построить или открыть, или заложить, опять же, да, значит, строительство медицинского центра для реабилитации, значит, военнослужащих после специальной военной операции. То есть мы можем создать здесь все условия для того, чтобы нашему стратегическому союзнику в этом направлении помочь. Почему мы не можем подумать о том, чтобы привлечь серьезных инвесторов вот в эти проекты, да, и расширить вот этот диапазон туристической деятельности? И знаете как, расширять диапазон нужно не только какими-то сиюминутными действиями, а с использованием комплексных подходов. Как-то мы, Бела, с вами говорили уже о кластерном развитии территории Восточной Абхазии, да, куда бы мы могли подключить и науку, и образование, и медицину, и здравоохранение, и само государство, и бизнес, и инвестиции, и прочее. Да? И вот в таком комплексном масштабе посмотреть на эту проблему, да, изнутри. А что дает нам вот этот комплексный подход, что дает нам этот кластерный подход? Это дает и новые рабочие места, безусловно. Это дает вовлеченность молодежи. Сегодня молодежь убегает из сел, она убегает из районов, потому что там нет рабочих мест. На территории Абхазии 65, Восточной Абхазии 65 сел. Вот совершенно недавно я там была, и знаете, у меня такое впечатление, что мы все вместе, жители городов, и вот все наше высшее звено, да, наше руководство, мы должны низко поклониться тем людям, которые сегодня остались жить в селах. Это люди, которые сами лично занимаются своими проблемами, решением своих проблем. Они довольствуются элементарному, малейшему повышению заработной платы на 2000 рублей там, и так далее, и так далее. То есть проблем у этих сел много. Поэтому, мне кажется, это направление туристическое нужно рассматривать в комплексе с привлечением и развитием сельского хозяйства в первую очередь. Потому что кластерный подход, вот, допустим, представьте, да, мы с вами создаем на территории Восточной Абхазии агротуристический кластер, куда подключается весь этот процесс. Турист едет на экскурсию, но туриста надо и накормить где-то, его надо на чем-то туда довести. Нужно создать для него условия. Должны быть хорошие дороги, должны быть хорошие кафе, столовые, там должны работать люди, там должны всем угодить, использовать вот этот потенциал, сельский потенциал. Ну, мы не просто должны, мы не имеем права по-другому, да, если мы говорим о развитии, да, в перспективе в будущем. Поэтому это все замечательно, когда направления развиваются, когда появляются новые туристические маршруты, когда сами туристы желают изучить эту, да, не только посетить, а изучить эту. Сегодня Илона масштабирует нашу программу. Да, по-другому, знаете как, нельзя. Сегодня вот точечными какими-то проектами мы просто с вами ничего не добьемся. Тем более, что ни у одного района Абхазии у нас нет программы своего развития. То есть у нас нет четкого понимания целей, постановки целей, задач, ожидаемых результатов. Да? Вот в этом направлении надо работать. А когда поставлена конкретная цель, когда сформулирована конкретная задача, то мы будем понимать, к чему нам идти, чего нам добиваться и что мы на выходе от этого получим. И в том числе мы будем понимать, сколько налогов поступит в бюджет Гальского района, сколько людей там будет привлечено в качестве рабочих, да, и так далее, и так далее. Вот с разных сторон нужно изучать этот вопрос. Но, Илона, в любом случае масштабирует и сельское хозяйство, и транспортное сообщение, и туризм, вещи, которые идут рука об руку. На самом деле, если говорить о подготовке к большому развитию, нельзя не отметить, что в скором времени, наконец-то, как нам обещают, должен открыться аэропорт. Насколько эта новость, даже не наверное, да, новость для жителя, точка отсчета, когда они станут активно готовиться к приему, к большому потоку туристов, и как это может изменить восточную часть Абхазии?
Руслан, наверное, к вам? Да, вы знаете, это один из основных показателей, на который мы сейчас ориентируемся, представители туристического бизнеса, скажем, как такового. Во-первых, масштабы. Действительно, намного увеличатся масштабы, так как все-таки это упрощает развитие туризма как такового. И мы ждем этого момента, знаете, такая точка отпора, да, которая вот сейчас для каждого одна из основных. Но вот если все же ориентироваться на, скажем, некую такую динамику, то могу сказать, за 11 лет жизни, да, то есть это работа, которая проводится мной ежемесячно. И буквально 5 лет назад никого из туристов, имеется в виду, вообще не интересовала Восточная Абхазия. Они даже не говорили на эту тему. И, наверное, для меня, как человека, который находится внутри туристического рынка, это очень большой показатель. Когда растет спрос, и спрос происходит прямой, то есть когда человек непосредственно к тебе обращается, где 5 лет назад мне было даже тяжело на эту тему говорить, то есть убедить человека, что там безопасно, там интересно. Они говорили, нет, нам вот Сухум вполне даст, то есть люди за Сухум боялись уезжать. И вот для меня это, как для человека, который ежегодно работает в туризме, это вот большой показатель того, что туризм в Восточной Абхазии развивается. Аэропорт станет действительно большим толчком для нашего развития. Во-первых, это увеличит масштабы. Во-вторых, это самое главное — упростит нашу работу. Не будет этих ужасных очередей, да, то есть вот это вот, знаете, это настолько упростит нашу работу. И самое главное, мы уже даже готовим какие-то маршруты, совместные проекты, как можно создать базы рядом с аэропортом, как прям с аэропорта, чтобы люди не теряли время, устраивать им какие-то экскурсии. То есть, может, даже какие-то такие вопросы проговариваем. И это действительно будет очень большим толчком для развития Восточной Абхазии, потому что там все-таки у нас граница, правильно, российско-абхазская, там город Гагра, там все замечательно. А это станет очень большим толчком для развития Восточной Абхазии. Вот туристическая, скажем так, предприимчивость мне очень нравится здесь у нас в республике. Вот вы говорите, Илона, о том, что нужно в комплексе решать, и нужно стратегию, программу. Да, действительно, это необходимо, но когда этого слишком долго нет, народ начинает уже как бы снизу проявлять свою инициативу и идти к таким же результатам, которым, возможно, уже потом можно будет и планировать, и развивать вот государству легче. Вы согласны с этим? Абсолютно с вами согласна. Тем более, как это, гора не идет к Магомеду, или наоборот, Магомед не идет к горе, значит, да, должно... Это действительно у нас люди, ввиду, знаете, такого сложного экономического развития, они самостоятельно пытаются что-то сделать, какой-то свой вклад внести и в развитие своей страны, и создать какие-то условия для себя. И мне вот сейчас такая мысль сразу пришла в голову. Руслан, нам с вами нужно как-то один день встретиться и, значит, сделать такой небольшой план для теоретического исследования. Мы с вами подготовим такую анкету, маленькую анкету для туриста. Знаете, чтобы вот в ходе экскурсии вы раздали бы эти анкетки, и туристы ответили бы на вопросы. Ну, например, что бы они хотели видеть, довольны ли они вообще экскурсиями и так далее. Это будет такое мини-исследование, которое пойдет в пользу и вам, и нам тоже для нашей научной работы даст какую-то информационную базу для того, чтобы делать выводы и, может быть, что-то спрогнозировать. Да? Поэтому не знаю, как распечатать анкеты, это уж точно мы с вами сможем, и составить вопросник. Для этого не нужно денег, как обычно все ждут. А дальше хотя бы такое небольшое мини-исследование, просить, допустим, человек 300, да, по выборке, и сделать уже какие-то выводы. Мне кажется, это будет очень полезно и для вас, и для нас. Да. С чего начнете, если что? Просто список вопросов, которые вы должны составить. Начнем, да, это можно сделать совместно. Тем более, что
Вопросы наверняка у вас будут свои, а да, у нас, у меня да, прям нас... в голове сейчас вопросов 15 крутится. Вот, замечательно. 15, это вот в целом 15 мы и сделаем, потому что больше это будет Мы будем признательны, если неинтересно. вы тоже нас в стороне не Идеи оставите, здесь будем тоже заранее, следить конечно. за тем, что у вас будет дальше происходить. Да, это интересно. Спасибо вам большое за беседу. Была очень интересная тема, на мой взгляд, и очень интересные спикеры. О том, как развивать туризм в восточной части Абхазии, говорили мы, и как эффективно использовать имеющийся там туристический потенциал. Об этом мы говорили с Илоной Мирцхулава, экономистом Центра социально-экономических исследований, и Русланой Гиргедава, директором одной из туристических компаний в Абхазии. Благодарю. Спасибо. Передача